Певец из Миякинского района покорил Москву. Музыкальная композиция начинающего автора песен завоевала верхние строчки российских интернет-чартов, а исполнитель обрел поклонников по всей стране. Причем сам артист не ожидал, что его трек станет популярным. Наш корреспондент встретился с певцом и узнал о творческих планах башкирского самородка. Фестиваль современной хип-хоп-музыки в Москве этим летом. Несколько тысяч зрителей в Лужниках хором поют припев одной песни. Но ее исполнитель вовсе не звезда сцены, а простой парень из Миякинского района. Почему так больно? Сделай же контролем, и стану птицей воля, перестань доволен. Песня «Почему так больно» у Айнура Газизуллина родилась после расставания с девушкой. Отправив трек одному из известных рэп-исполнителей, Айнур и не думал, что его заметят. Однако неожиданно пришел ответ с предложением спеть дуэтом. В итоге уже на протяжении 8 месяцев песня остается в топ-100 самых популярных треков страны. Мне многие писали: круто, это ты поешь, это ты. На фестивале мы спели вместе первый раз эту песню. Вот кто был рядом с сценой, прям все подпевали. У меня были незабываемые ощущения, непередаваемые, я скажу, удивление, то, что они поют мои строчки, знают. Айнур сам изучал редакторские программы, оборудовал под студию комнату и стал записывать песни, которые сочинил в армии. Их за год службы родилось более 30. Первыми слушателями каждой новой композиции всегда становятся родители и старшая сестра. Именно оценка семьи важнее всего для Айнура. Я к нему поднимаюсь в студию, он говорит: мам, послушай. Я говорю: нравится мне, очень нравится. Он вдохновленный и дальше сочиняет свои песни. В молодости я тоже сам писал стихи, просто как поэт не пошел. Времена другие были, но сейчас я сам, смотря на сына, горжусь. А вот племянники начинающего певца намерены даже поучаствовать в записи песни и уже вовсю стараются проявить себя в домашней студии. Официантка, несите мне счет, я хочу вас увидеть еще. Кстати, Айнур находится в центре творческой жизни района, и ни одно мероприятие не обходится без его участия. Музыкой Айнур занимается и на работе. Во Дворце культуры он режиссер массовых представлений, но кроме этого еще и помогает записывать песни юным талантам района. Впереди у Айнура съемка первого клипа и выход дебютного альбома. Исполнитель планирует переехать в Уфу и полностью посвятить себя сольной карьере. Осенью его ждет очередное выступление в Москве, где он представит новые песни. Кстати, большинство из них Айнур посвятил своей девушке. Эмиль Басареев, Азамат Мухамеджин, Александр Демидов. Новости. Миякинский район.